Это телеканал ИР. Добрый вечер. Пришло время подвести предварительные итоги дня. Я Сергей Кочев. Вечерние новости начинаются. Продолжается визит президента Анатолия Бибилова в Республику Арцах. Оскар по-осетински. Во Владикавказе прошел кинофестиваль «Кинобарс». Шестой международный турнир по настольному теннису. Чемпионы определены. Анатолий Бибилов в рамках рабочего визита в Республику Арцах ознакомился с работой Кашенского горно-обогатительного комбината. Предприятие является самым крупным. На нем работает более 2000 человек. Подтвержденный запас месторождения составляет 47 миллионов тонн руды с содержанием меди. Это позволяет добывать до 5 миллионов тонн руды в год. Анатолий Бибилов поручил заместителю председателя правительства, министру экономического развития Геннадию Бекоеву разработать план мероприятий для исследования ресурсов Южной Осетии и использования опыта Республики Арцах. Также в эти минуты в Республике Арцах проходит второй матч сборной Республики Южная Осетия по футболу на чемпионате Европы среди непризнанных республик. На данную минуту счет пока 0-0. Мы, конечно же, желаем нашим ребятам победы. К другим темам. 9 июня Южная Осетия выбирает депутатов парламента 7-го созыва. Весь выборный процесс организует Центральная избирательная комиссия. Уже проведены мероприятия по профилактике и недопущению нарушений. А сегодня в ЦИКе заявили, что готовы ко дню голосования по всем параметрам. Процесс подготовки ЦИК к парламентским выборам в материале Алана Тибилова. Горячая политическая пора, предвыборная гонка в самом разгаре. И пока кандидаты проводят дебаты и встречи с населением, Центральная избирательная комиссия готовит участки ко дню голосования. Работа проводится как в столице, так и в районах республики. Все для того, чтобы людям было комфортно голосовать. Наши избирательные участки, их у нас на территории 73, они, можно сказать, уже сегодня готовы к приему избирателей. Вот сейчас доводятся еще какие-то небольшие штрихи в виде дополнения инвентаря и так далее. Здесь мы уже в Центральной избирательной комиссии закончили работу с избирательными бюллетенями. Эти избирательные бюллетени должны быть распределены между участками. И таким образом они уже обязательно 9 числа с 8 часов утра будут готовы к приему избирателей. Конкуренция в парламент, как в престижный вуз, более 200 человек на 34 места. И поэтому, считает председатель ЦИК, важно, чтобы голосование прошло по всем демократическим нормам. Когда бывают какие-то нарушения, у нас есть специальные бланки актов. Актируется это все и рассматривает сама комиссия жалобы. И потом это все направляется в Центральную избирательную комиссию, которая рассматривает эти жалобы. И в день голосования, и если можно жалобу конкретно не касается, скажем, дня, то мы можем это после выборов тоже обсудить. Но в основном все эти обсуждения, все решения принимаются в день голосования. Но если есть на участке лица, которые в этот день не могут явиться на избирательный участок и принять участие в голосовании, они до 16 часов каким-нибудь образом, через соседей, звонком, кого-то могут послать из своих родных и сообщить о том, что они не могут явиться, чтобы проголосовать. К таким лицам, к таким избирателям с участковой избирательной комиссии обязательно приезжает несколько человек вместе с ящиком для голосования, привозят бюллетени, и они голосуют дома, на своих местах. Важным этапом в организации выборов Белла Плеева считает оперативное информирование населения о ходе голосования. Для этого ЦИК откроет информационный центр, куда будет стекаться самая оперативная информация. Главная цель – своевременное и прозрачное освещение выборного процесса. Мы каждый год во время выборов открываем информационный центр. Этот информационный центр считается центром Центральной избирательной комиссии. Расположен этот центр в библиотеке имени Анахарсиса, это на 1-м этаже. Там есть все условия для того, чтобы мы давали полную информацию в определенные часы. И туда собираются все наблюдатели, желающие, во всяком случае, собираются туда представители средств массовой информации. И в определенные часы мы им даем информацию о ходе голосования. И если бывают какие-то нарушения, то мы там тоже об этом говорим.
Ровно 5 дней до момента открытия избирательных участков. И как заявили в Центре избиркоме, проведена большая подготовительная работа. Ко дню голосования готовы в полной мере. Алан Тебилов, Завар Устаев. Информационный выпуск сегодня. Красная дорожка, вспышки фотокамер, режиссеры, актеры, продюсеры – все они собрались на закрытии первого кинофестиваля «Кинобарс», прошедшем накануне во Владикавказе. Кто же получил заветную статуэтку, узнаем у Стеллы Бязаровой. Сейчас мы находимся возле Остинского театра имени Тхапсаева. За моей спиной с минуты на минуту начнется закрытие кинофестиваля «Кинобарс», который в течение недели проходил в городе Владикавказ. Жаркий июньский день. На площадке перед входом в Осетинский театр постепенно собирается публика. В толпе мелькают лица известных кинематографистов. Среди них идейный вдохновитель фестиваля, актер, режиссер, продюсер Алан Догвузов. По его словам, он давно мечтал провести кинофестиваль в Осетии. И благодаря гильдии кинорежиссеров России, главе республики Вячеславу Битарову, Министерству культуры Республики Северная Осетия Алане идея претворена в жизнь. Владикавказ центром кинематографии на Кавказе, и поэтому захотелось состоять в таких старых добрых традициях кинематографа. Для того, чтобы развиваться, нам нужно проводить мероприятия. Почему сразу не делать большой амбициозный шаг? Привлечь в республику очень много внимания, много кинематографистов и попробовать расширять свои границы. Как отметил Алан Догвузов, североостинский кинематограф имеет богатую историю, и киноиндустрию необходимо продолжать развивать, открывать новые имена в кинематографии. Знаете, я никогда просто так ничего не делаю. Вот захотелось сделать кинофестиваль не просто так сделать, лишь бы был праздник, лишь бы была красная дорожка. Нет, это прежде всего образование. Мы должны давать образование тем, кто к нам приезжает, чтобы они делились своими эмоциями, своими знаниями с теми, кто их ждет здесь. Если нам это интересно, мы это будем проводить. Если есть такой интерес. Если же просто праздник, то это тоже действительно красиво. На 4-5 дней делать кинофестиваль раз в году, это, конечно, замечательно. Звезды театра и кино, деятели искусства прошли по красной дорожке. Их встречает ведущий Руслан Кабалоти, который представляет выходящих из автомобилей гостей и для каждого находит теплые слова. Среди гостей не только представители искусства, но и известные люди из мира спорта, политики. Среди них осетинский борец, депутат Государственной Думы Артур Таймазов. Сейчас по красной ковровой дорожке проходят известные кинорежиссеры, продюсеры, актеры, которые приехали на первый Владикавказский кинофестиваль «Кинобарс». Они в течение недели представили 19 кинолент. И вот сейчас на закрытии фестиваля выберут лучшие из лучших. Завершился первый фестиваль в Североостинском государственном драматическом театре грандиозным мероприятием с участием звезд североостинской эстрады государственного академического ансамбля «Алан». Мероприятие открыл заслуженный артист Южной Осетии Вано Бекоев. Участники кинослета с замиранием сердца ждали результатов. Торжественная обстановка, звучат фанфары и имена тех, кто удостоился наград. Победителей на фестивале было много в разных номинациях. Специально к кинофестивалю подготовили специальные статуэтки в виде барса, древним историческим символом Осетии, который изображен на гербе как Северной, так и Южной Осетии. Лучшим фильмом была признана лента молодого режиссера Бориса Акопова «Рай». Как говорит наш девиз, звезда кино светит ярко, вперед тропою кинобарса! Всех участников первого кинофестиваля наградили грамотами и статуэтками. Я получила этого замечательного барса в номинации «Лучший кинопродюсер». Это очень приятно, очень неожиданно и дает большой аванс, чтобы стараться и создавать лучшее кино с каждым разом. Председатель жюри, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Аким Салбиев отметил, что все представленные киноленты были интересны и достойны наград. Было обязательно послание, что жизнь не заканчивается сегодня. Я не люблю, когда наотмашь и вдребезги заканчивают молодые свои мысли. Но я думаю, эта детская болезнь, юная болезнь у них пройдет. Я рассчитываю на это. Фестиваль завершился показом драматического фильма Сергея Дворцевого «Айка». Завершился самым масштабным во Владикавказе фестиваль в сфере кино. Определены лучшие киноленты.
Церемония получилась очень насыщенной. Участники и организаторы кинофестиваля выразили надежду, что фестиваль станет ежегодным. Стелла Бязарова, Александр Кочиев. Информационный выпуск «Сегодня». Соответствие ГОСТу или все же человеческая жизнь? Этими вопросами задаются жители улицы Братьев Губаевых. Они просят установить искусственные неровности на улице. Так зачастую автомобили летят с такой скоростью, что люди еле успевают отойти в сторону. За решением проблемы они обратились во все профильные ведомства, а в ГТРК ИР с заявлением осветить данную проблему. Подробности у Зарины Кочиевой. Эта узкая улица в старом районе Цхинвала была заасфальтирована 2 года тому назад. С тех пор жители улицы обеспокоены. По их словам, водители постоянно превышают скоростной режим. Дома расположены таким образом, что нередко приходится выходить на проезжую часть, чтобы увидеть, не едет ли машина. Тем временем дорога ведет к образовательным учреждениям, и здесь практически всегда довольно оживленно. Жители улицы Братьев Губаевых просят установить искусственные неровности на опасном, по их мнению, участке улицы. Машины несутся, никто даже не пропустит. Опасность особенно возрастает утром, когда автомобилисты едут на работу, а дети пешком или на велосипедах в школу. Идти вынуждены по проезжей части. Тротуарной дорожки, как видите, на этом участке нет. Мы не можем выпустить детей во двор, чтобы они поиграли. Даже в советское время эта улица была с односторонним движением. Теперь же, когда в городе более 20 тысяч машин, она двухсторонняя, причем скоростной режим соблюдают только единицы. Мы не просим, чтобы ее обратно делали односторонней, но настаиваем, чтобы установили искусственные неровности. Как нам сообщили в администрации города Цхинвал, ситуация им известна. И они совместно с госавтоинспекцией проработают вопрос устранения создавшейся проблемы. Мы рассмотрим заявление жителей на совместном совещании. Однако хочу отметить, что в последнее время практически со всех улиц приходят заявления с просьбой установить искусственные неровности. Есть другая часть населения – водители, которые против их установки. Более того, к нам очень часто обращались в зимний период убрать искусственные неровности, так как они создают для них проблемы. Хочу донести до населения, искусственные неровности мы устанавливаем только перед образовательными учреждениями и на участках улиц, которые представляют аварийную опасность. За разъяснением ситуации мы обратились и в ГАИ, где нам объяснили, что в первую очередь они проверят, действительно ли участок дороги представляет опасность и необходимо ли установить искусственные неровности. Затем вопрос обсудят на совместном со столичной администрацией заседании и вынесут решение. Чтобы выставить вот эти лежачие полицейские, мэрия города должна решить, где надо ее выставить, где не надо. Совещание, которое обычно проводят с сотрудниками ГИБДД. Мы сейчас это заявление, вот мы рассмотрим, и если мы примем решение, что нужно выставлять лежачие полицейские на этой улице, то мы ее сделаем. Мы опросили почти весь город, и все жители города считают, что должны быть выставлены лежачие полицейские. Значит, лежачие полицейские, то есть это искусственные неровности, которые считаем мы, их выставляют в тех местах, где есть вероятность наезда на пешеходов. Это перед школами, перед детскими садами, перед стадионами, где есть скопление народа. ГАИ призывает автомобилистов придерживаться правил дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций не только на улице Братьев Губаевых, но и по всей республике. Зарина Кочиева, Айда Кочиева. Информационный выпуск «Сегодня». Один из лучших сезонов в тренерской карьере, заявил Тамерлан Кончиев на пресс-конференции. Золото и серебро первенства России выиграли его воспитанники, что позволило им попасть в состав сборной России. Какие вопросы задавали журналисты нашим чемпионам в репортаже Агунды Губозовой. Гостями пресс-конференции стали тренер по вольной борьбе Тамерлан Кочиев и победитель первенства России в возрасте до 16 лет Сослан Джагаев. В ходе беседы с журналистами тренер рассказал об успехах своих воспитанников. В свою очередь Сослан Джагаев вкратце поделился с журналистами, как ему удалось победить и кто из соперников был сильнее. И как отборолся? Хорошо. И какая у тебя мечта или цель в ближайшее время? Стать олимпийским чемпионом. Ну и сейчас я буду. А с кем ты боролся и как отборолся? Чуть более подробно. Первую схватку я выиграл со счетом 14-4. Это был дагестанец. А вторую схватку делал с абхазцем и с ним провел 3-0. Кого-нибудь бы ты не выделил в плане техники, может, и одного из них? Ну, абхазца этого.
На первенстве России по вольной борьбе среди спортсменов 2002 и 2004 годов рождения выступали Арсамак Засеев и Андрей Бестаев. Финальная встреча с участием Засеева и Бестаева получилась интригующей, так как они неоднократно тренировались вместе и хорошо знают манеру ведения схватки друг друга. Спортивная фортуна благоволила Арсамагу, который завершил противостояние на ковре в свою пользу со счетом 5-3. Победа на турнире обеспечила Засееву путевку в составе команды Российской Федерации на предстоящее юношеское первенство мира. Андрей Бестаев выступит в составе российской сборной в первенстве Европы. В одном весе боролись Засеев Арсамак и Бестаев Андрей. Они в одном весе боролись, они встретились в финале. То есть это лучший результат, то есть для них, соответственно, в финале один из них должен был проиграть. Выиграл Арсамак Засеев. Тамерлан Кочев отметил, что этот сезон является одним из успешных в его тренерской карьере. Слава Богу, что до сегодняшнего дня у нас год получается очень успешный, потому что вот они, Джагаев, Засеев, Бестаев, они выиграли все турниры, в которых боролись. Вот в Северной Осетии они боролись несколько раз в турнирах, потом они боролись в Чечне, там турнир тоже был. Засеев там занял 3-е место, Бестаев выиграл. Вот. Так что они пока неплохо борются в этом году. Надеюсь, вот в предстоящих первенствах Европы и мира они покажут себя также. Большую помощь в воспитании победителей турниров и первенств оказывают такие именитые тренера Республики Северная Осетия, как Хетак Газданов и Таймураз Кокоев. Кроме того, для борцов из Южной Осетии всегда открыты двери Академии имени Аслана Хадарцева, подчеркнул Тамерлан Кочев. Журналисты интересовались, какие нужно создавать условия для спортсменов, чтобы вырастить поколение победителей. Чтобы они научились бороться, необходимо, чтобы они боролись в Северной Осетии. То есть на сборах, чтобы у них были соперники сильнее себя. Если ты будешь со слабыми бороться, ты ничего не сделаешь. То есть, не всегда, чтобы с сильными, но в основном спортсмен должен работать с более опытными. Буквально с завтрашнего дня начинаются сборы и активная подготовка к первенству Европы. Агунда Губозова, Айда Кочева, информационный выпуск «Сегодня». Спорткомплекс «Олимп» полностью оправдывает свое предназначение. Кроме того, что у наших юных спортсменов появились все условия для полноценных тренировок, у нас есть возможность организовывать международные турниры. Как проходил очередной международный турнир по настольному теннису, в репортаже Батраза Хурьева. В Схинвале прошел 6-й международный турнир по настольному теннису в честь принятия акта независимости Южной Осетии. Соревнования собрали команды Дагестана, Северной Осетии Алани, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Краснодарского края и Южной Осетии. На официальном открытии турнира собравшихся поздравили депутат парламента Ацамаз Касаев и постоянный участник турнира врач Игорь Кудзиев. 29 мая – это особый день в страницах новой истории остинского народа. Я хочу поблагодарить сегодня всех гостей тем, что они приехали сюда и вместе с нами делят этот праздник. Спасибо вам большое. Рад вас всех здесь приветствовать. Вы здесь не первый раз, вижу знакомые лица. Хочу пожелать каждому спортсмену удачи и пусть фортуна вам благословит для высоких ваших результатов. Вперед! Ирак Таразна! Посмотреть игры турнира также пришел министр внутренних дел Игорь Наньев. Как мы знаем, в турнире принимали участие и теннисисты из российских регионов. Среди них много теннисистов высокого уровня. Уверен, что в нашей республике уровень этого вида спорта будет повышаться. Перед началом турнира фаворитами считались игроки испанских клубов. Вячеслав Кривошеев, который в прошлом году выиграл эти соревнования, и позапрошлогодний победитель Владислав Чимбарцев. Так и вышло. Они встретились в финале. И так же, как в прошлом году, снова сильнее оказался Вячеслав Кривошеев, защитив свой титул. Чимбарцев стал вторым. Третье место занял еще один победитель схинвальского турнира Иван Украинский. Он был первым в 2014 году. Во-первых, я с удовольствием приезжаю в Республику Южная Осетия. Так получилось, что уже второй раз на турнире, но есть достойные соперники. Допустим, это Чимбарцев Владислав, Камардин. Есть люди, с кем можно побороться, так что не так будет просто. В этом году я приехал с супругой.
потому что Южная Осетия очень красивая республика, хотелось бы посмотреть ее, съездить в горы, пообщаться с людьми, с моими друзьями. В мужском парном разряде первыми стали Владислав Чимбарцев и Эдвард Бекуев. В смешанном парном разряде золотые медали получили Ирина Валиева и Ярослав Фараджев. В город Хинвали мы приезжаем всегда там только в хорошем настроении, потому что этот там турнир очень, как вам сказать, там дружелюбный. Здесь там очень хорошо встречают, очень хорошо провожают. И там организация, я считаю, очень на высоком уровне. Среди женщин первой была Екатерина Кривошеева. Отдельным зачетом шли спортсмены за 50 лет. Тут лучше был подготовлен Михаил Чимбарцев и стал победителем турнира. Ряд игроков получили специальные призы. Приз за волю к победе получил Игорь Кудзиев. Были награждены и самый младший участник соревнований Ирина Цхавребова и самый старший теннисист Артур Койбаев. Призы получили и лучшие игроки Южной Осетии прошедшего сезона Аманда Кокоева и Эдвард Бекуев. Батрас Хурьев, Рауль Кочиев, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. Уважаемые телезрители, хочу напомнить вам, что мы работали в прямом эфире. А у меня на этом все. Удачной вам рабочей недели.